Это Карабалтинский спиртзавод, некогда считавшийся самым крупным в Средней Азии. После 5 лет простоя предприятие вновь начало производство спирта. Кроме того, сейчас завод был отобран в список промышленных предприятий, которые будут принимать участие в пилотном проекте «Механизм кураторства», разработанном правительством с целью оказания поддержки отечественным предприятиям. Таких предприятий еще 28. Кроме того, для внедрения этого механизма были отобраны еще 10 инвестиционных проектов. Итак, что подразумевает собой этот механизм? Механизм кураторства промышленных предприятий и инвестиционных проектов заложен во второй пакет антикризисных мер. Согласно механизму разрабатывается пошаговый план, в котором указываются конкретные сроки, проблемы и пути решения тех или иных вопросов, связанных с деятельностью самого предприятия или с реализацией инвестиционного проекта. Другими словами, это помощь государства отечественным предприятиям, которые не смогли или не могут самостоятельно наладить свое производство, начать реализовывать свой товар и даже выйти на зарубежные рынки. Данный механизм прежде всего направлен на поддержку и содействие бизнесу, то есть предпринимателям и инвесторам, которые согласно своей необходимости имеют такую роль, что инвесторы или предприниматели могут принять или отказаться от такого механизма. Как будет работать механизм? Специалисты разработают план активной работы отечественной компании, у которой дела идут не самым лучшим образом. В нем будут подробно описаны шаги по активизации деятельности бизнеса. При этом на каждое промышленное предприятие или инвестиционный проект назначается куратор в лице руководителя государственного органа, который будет оказывать полное содействие в реализации установленного плана, а также помогать преодолевать некие административные или иные вопросы. При этом кураторство исключает вмешательство, влияние, контроль финансовой или иной внутренней деятельности организаций. Данный механизм абсолютно не означает контроль. Данный механизм разработан или выработан для оказания поддержки и консультации предприятиям на постпандемийный период. Основная задача внедрения данного механизма заключается в том, чтобы довести мощности предприятий до уровня 2019 года. Механизм направлен на преодоление вот этих первостепенных проблем, вопросов и задач. Кроме того, для оказания оперативной поддержки и проведения соответствующего мониторинга определены секретариаты, которые в свою очередь будут проводить мониторинг действий и вести весь процесс от начала до конца. Так, секретариатом по пищевой промышленности выступает Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, по обрабатывающим Госкомитет промышленности, а по вопросам инвестиционных проектов, как и ранее, Агентство по продвижению и защите инвестиций. Мы оказываем методологическую помощь, практическую помощь, чтобы это предприятие заработало. Я думаю, что через месяц, через два будем знать первые результаты. Это будет способствовать не только для работы этих пищевых перерабатывающих промышленностей, но она будет создана рабочие места дополнительно. Плюс будет как бы работать цепочка добавленной стоимости. Из сырья будут делать уже полуфабрикаты или готовую продукцию, которую мы будем отправлять на экспорт. Значит, повысится экспортный потенциал Кыргызстана. Получается, что механизм нацелен на оперативное и качественное решение имеющихся у предприятий проблемных вопросов, а также создание благоприятных экономических и организационных условий для деятельности предприятий в пострежимный период. Отметим, общую координацию по реализации проектов будет осуществлять премьер-министр Кубатбек Боронов. На совещании по деятельности промышленных предприятий и инвестиционных проектов, прошедшем на днях, глава правительства отметил, что толчком для создания этого механизма послужила и глобальная пандемия коронавирусной инфекции, которая не обошла стороной и Кыргызстан и повлияла на отечественную экономику. Кураторство направлено на оказание помощи в решении проблем, препятствующих работе компаний. Необходимо разработать план мероприятий по решению актуальных вопросов с указанием пошаговых мер, сроков реализации и ожидаемого конечного позитивного результата. Если я, к примеру, говорю к 1 октября, значит к 1 октября должны быть первые результаты. Планы нужно реализовывать немедленно. Мы сделаем для этого все возможное. Правительство окажет поддержку предпринимателям в столь нелегкое время.
Вместе с тем, не менее важной составляющей экономики любой страны являются инвестиции. Они сегодня несут за собой новые технологии, создают новые рабочие места и способствуют снижению уровня безработицы. И в условиях ограниченности бюджета как раз такие инвестиции могут выступить новым источником для восстановления или ускорения экономического развития. Сегодня в условиях посткризисного периода, когда во всем мире падают потоки прямых иностранных инвестиций, мы должны сохранить действующих инвесторов и создать наиболее благоприятные условия для привлечения новых. Так вот, ожидается, что механизм кураторства позволит систематизировать процесс мониторинга реализации и инвестиционных проектов. И если внедрение этого механизма даст положительные результаты, безусловно, на таких же условиях нужно будет работать и с другими предприятиями и инвестпроектами, отмечают эксперты. Вот эту инициативу, если она сейчас удастся, вот в период кризиса выйти, даже в этом году, как мы до конца года будем работать, это надо распространять по всей республике. Почему? Потому что вот это наставничество, когда передовые предприятия тянут за собой, значит, скажем, отсталые компании или предприятия, это даст огромный эффект. И более того, это ускорит и процесс развития самих этих предприятий, и получат они уже реальные доходы за реальную работу. Они научатся уже искать новые технологии, новые приемы работы, новую технику. Стоит отметить, что подобная работа уже проводилась во время режимов ЧС и ЧП. Были приняты и не раз пакеты мер для поддержки бизнеса и предпринимательства, в рамках которых были разработаны и поэтапное восстановление экономической деятельности, было отдельно акцентировано внимание на решении задач крупных промышленных объектов. И в рамках той проводимой работы и на базе того опыта, который был наработан в период режимности, был и выработан этот механизм, который, кстати, уже тепло воспринимается со стороны бизнеса и самих предпринимателей и инвесторов. Вспышка коронавируса больно ударила по экономике Кыргызстана, но пандемия, как и все другие, рано или поздно отступит, и стране придется еще какое-то время бороться с ее последствиями. Как правило, условия для социально-экономического развития страны создает бизнес, а в нынешних условиях бизнес просто не сможет встать на ноги без помощи государства. Именно поэтому поддержка бизнеса, развитие производственных компаний, способствующих увеличению рабочих мест и сокращению безработицы в регионах страны, сейчас столь же важно, как и выход из тяжелой эпидемиологической ситуации. Бигаим Бигалиева, Алмаз Нурманбетов, Ала-То 24.